Отношения, буквально оскорбления, обзывание, зачем вы все пришли, что вы тут делаете. С таким отношением в женской консультации столкнулась Эльвира Бочкарева. Именно об этом она сегодня по телефону рассказала депутатам. Сейчас Эльвира предпочитает платные услуги, но надеется, что и в обычных клиниках тоже сервис подтянется. Именно поэтому позвонила на горячую линию. Начать с чего-то надо, озвучить проблему тоже надо, как и многие женщины это сделали. Запрос есть, надеюсь, конечно. Конечно, надежда есть, что будут изменения. Только в первой половине дня поступило более 50 звонков. Активные женщины из районов рассказывают о своих диагнозах, задают вопросы по ЭКО и детскому здоровью. Мы посмотрим, из каких муниципальных образований больше было звонков, с тем, чтобы дать свои рекомендации в части проведения профилактических мероприятий, безусловно. Какие-то вопросы мы записываем для того, чтобы непосредственно оказать помощь той или иной женщине. Сегодня за одним столом депутаты, общественные деятели, врачи, онкологи, акушеры-гинекологи, главврачи поликлиник консультируют тут же. Все обращения фиксируются. Для депутатов это еще и возможность проанализировать законодательную базу в сфере женского здоровья. Не дорабатывают муниципалитеты, а где-то, может быть, мы просто не до конца понимаем важность этой проблемы. И иногда вот так вот с улыбкой мы об этом говорим. На самом деле там это и здоровье семей в целом, и то, что, значит, и разводы у нас в таком пошли, там, значит, это по накатанной, да, больше становится. И, может быть, и там тоже эта проблема есть. Поэтому ее надо смотреть очень комплексно, очень широко и очень-очень тонко. Телефоны горячей линии сегодня не умолкали. Вопросов за день поступило более 150. Совершенно очевидно, что те вопросы, с которыми обращаются женщины, это в основном их здоровье, требуют отдельной проработки. Потому как, например, по статистике, от различных заболеваний только в прошлом году из жизни ушли более 70 тысяч женщин. Альбина Слугараева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.